Елімізде балалар мен жасөспірімдер арасындағы буллинг өзекті проблемалардың бірі. Әсіресе 11 мен 15 жас аралығындағы әрбір 5-ші жасөспірім буллингтің объектісі болады немесе басқаларға да қауіп төндіреді екен. Мамандардың сөзінше, бұл мәселеге уақытылы назар аудармаса, соңы әртүрлі жағдайларға келіп соғады. Өкінішке қарай, тіпті балалар өз-өзіне қол жұмсауға дейін барады. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметінше, 2021 жылдың алғашқы 5 айында 5 пен 17 жас аралығындағы 84 бала суицид жасаған. По сути своей буллинг является одним из видов насилия, а насилие имеет печальные последствия для ребенка. Мы сейчас говорим про того ребенка, который является объектом, да, вот не люблю слово жертва, но вот объектом воздействия в буллинге. Конечно же, у него очень сильно падает самооценка, уверенность в себе, в своих силах. У него могут начаться какие-то невротические проявления, портится сон, аппетит, то есть вся его жизнь занята проблемой решения вот этой ситуации в коллективе, у него не остается энергии ни на учебу, ни на нормальное общение с другими, то есть это вот полностью такая деформированная ситуация. И отсроченные последствия у нее тоже есть. То есть если с этим не разбираться, это может перерастать и в невроз, и в такие какие-то серьезные психологические проблемы, вплоть до депрессии, и даже может заканчиваться суицидом. К сожалению, есть такие случаи, когда вот буллинг приводит к этому. Буллинг жасайтын және де буллингке тап болған көп балалар ол психологиялық проблемасы балалар болып табылған. Себебі кез келген жағымсыз іс әрекеттің артында, мысалы агрессивті іс әрекеттің артында ол бір психологиялық проблема тұрады. Біз жаңағы тек буллингтің құрбанымен ғана емес, осы буллинг жасайтын балалармен де қосымша жұмыс жасауымыз керек. Себебі оның неге осындай әрекетке, яғни бұрыс емес әрекеттерге барып жатқанын анықтау арқылы біз оларға да барынша психологиялық қолдау көрсетуіміз керек. По разным данным приводится, что кто-то говорит 12% детей в школах охвачены буллингом, кто-то говорит каждый 5-й школьник страдает от этого. Но в целом все эти исследования сходятся на том, что проблема не точечная, не единичная, то есть это не 50 человек там в год по республике, а гораздо масштабнее. На самом деле пора, наверное, этому уделять внимание, и сейчас вот идут процессы по введению в законодательство этого понятия. И, на мой взгляд, было бы хорошо, если бы его закрепили и начали бы уже какую-то системную работу, и оценку, во-первых, системную, и, во-вторых, программы какие-то более, какие-то унифицированные, да, чтобы каждая школа имела к этому доступ и понимала, что для них это актуально, и внедряли бы у себя. Жалпы директорге сүйенетін болсақ, осы біздің Қазақстанда 11 жас пен 15 жас аралығындағы әрбір 5-ші оқушы осы буллингтің құрбаны болады екен, ұшырайды екен міндетті түрде. Но здесь нужно также не забывать, что буллинг имеет последствия не только для ребенка-объекта. Он отражается и на том, кто является здесь агрессором. Почему? Потому что этот ребенок, агрессор, он как бы закрепляет в своем поведении такую модель, что насилие это нормально, что своего можно добиваться насилием, причиняя боль другим людям. И вот эту модель поведения он несет дальше во все остальные свои отношения, там, и с семьей, и потом, когда он вырастет. То есть, если, опять же, с этим не работать, то мы можем получить такой всплеск потом насилия в жизни этого человека дальше, да, в его отношениях, уже в рабочих, в семейных. Вот. И также важно понимать, что все дети, там, все люди, которые вокруг этой ситуации, они тоже на себе испытывают эти последствия. Так называемые свидетели. Они могут быть активными свидетелями, то есть включаться в это, реагировать как-то, поддерживать там эту травлю. Могут быть пассивными, то есть просто наблюдать. И вот это самая частая история, когда говорят, с моим же ребенком ничего не происходит, да, и что, меня это не касается. Но это не так, потому что вот эти дети, свидетели, у них либо есть страх оказаться на месте жертвы, да, потому что этого ребенка могут убрать из этого коллектива, но проблема-то не решается так. И тогда на место этого ребенка может прийти кто-то из них, да, они все время как бы подсознательно и сознательно где-то в глубине души этого боятся, и вот этот тревожный фон, внутренняя тревожность, она присутствует постоянно в них.
Также есть дети, которые внутренне могут присоединяться к агрессору, то есть как бы, ну, не активно ему помогать, но поддерживать то, что он делает. И тогда для них такие же последствия, как для агрессора. То есть весь коллектив, абсолютно весь коллектив, где есть буллинг, он имеет на себе влияние, и для всех есть последствия, поэтому, ну, важно заниматься всем этой проблемой. Ну, проявления на самом деле бывают очень разные, начиная от словесных каких-то шуток, сарказма, переходящего в какие-то более серьезные оскорбления, угрозы и вплоть до физического воздействия, когда у ребенка могут забирать вещи, портить вещи, подкидывать какие-то неприятные вещи в его там портфель, например, в сумку, и вплоть до избиений, до толчков, до такого массового уже насилия над этим ребенком. То есть спектр проявлений буллинга, он достаточно широк. Жалпы баланың осы буллингке баруына қандай факторлар әсер етеді деген сұраққа жауап беретін болсақ, менің ойымша ол ең бірінші отбасылық фактор. Себебі бала отбасында зорлық, зомбылық көретін болса, баланың сезімі құрметтелмесе, және де баланың жаңағы жеке шекарасы жиі бұзылатын болса, бала үшін өскен кезде өзгенің жеке шекарасын бұзу ол қалыпты жағдайға айналып кетуі мүмкін. Екінші мәселе, жаңағы бала оқушы өзге балалармен қарым-қатынас жасау деңгейі төмен болуы мүмкін. Мысалы, баланың болмаса бір физикалық ерекшелігі болуы мүмкін. Проблема самого буллинга, она редко только в самой жертве, потому что на место жертвы могут найти совершенно любого человека. Нету такого, знаете, какого-то диагностического комплекса, что сказать, что вот этот ребенок будет жертвой, а вот этот не будет. На самом деле это зависит от структуры коллектива. Например, если все отличники, а один двоечник, он может там быть, потому что он отличается. И наоборот, если все двоечники, один отличник, он там может быть жертвой буллинга, потому что он отличается. То есть вот в уязвимости тот, кто чем-то не похож на эту группу. Слишком умный, слишком высокий, слишком рыжий, слишком... любой слишком, да, слишком не такой, он имеет риск в коллективе попасть на эту позицию. Причем, когда он уходит из коллектива, например, его выживают или переводят в другую школу, легко на его место может попасть другой, пока эта проблема коллективно не решена в самой команде. По другому признаку непохожести найдут другого и начнут его также травить. Потому что проблема не в том, что надо травить конкретного, а проблема в том, что надо в принципе травить, да, вот эту энергию проявлять вот так. Егер балаға ата-ана тарапынан дұрыс көңіл аударылмайтын болса, бала осындай түрлі жағымсыз іс-әрекеттер арқылы өзінің ата-анасының көңілін аударуға тырысуы мүмкін. Если это оставить на самотек, как часто это делается у нас, что это дети, они должны сами разобраться, вот эта проблема так не решается, потому что она статусная, а когда статусные разборки, всегда должен быть кто-то более статусный, на кого послушают, кто будет здесь авторитетом, кто сможет внести в эту проблему другую динамику. И, соответственно, авторитетом может быть кто? Учитель, который классный руководитель, или там предметник, более старший, кого дети уважают. Может быть, старшеклассник, которого дети уважают, да? Может быть, тот, кому они доверятся, кого они послушают. И обязательно, конечно, нужно это решать посредством... Первый самый важный шаг — это всегда проблема выводится в поле зрения и называется своими именами. Что у нас дети не играются, что они не взрослеют таким образом, что это не он сам виноват, да, или он первый начал. Вот эта вся риторика опускается и четко называется, что у нас происходит буллинг, травля. Сейчас вот мы травим вот конкретно Васю, например, да, и это проявляется так и так. А травля — это насилие, а насилие — это неприемлемо. И мы сейчас все вместе должны договориться, как мы сделаем так, чтобы такого у нас в коллективе не было. Қазіргі заманда баланың психикалық денсаулығын сақтау өте маңызды. Себебі егер бала дұрыс ойлай алмайтын болса, өзінің эмоцияларын дұрыс басқара алмайтын болса, және бойындағы жағымсыз сезімдерден уақытылы арыла алмайтын болса, мысалы кез келген бала стресстен күйзеліске ұшырауы мүмкін. Сондықтан да мен жаңағы ата-аналарға айтарым, баланың бойында, мысалы, особенно осы жас өспірім кезеңде, ең қиын кезеңде ата-ана баласымен барынша
эмоционалды қарым-қатынасын жақсартқан дұрыс. А если такие вот звоночки, что ребенок является агрессором, это тоже важно не спускать на тормозах, потому что есть некоторые родители, говорят, ну не моего, а мой, значит хорошо, значит в жизни пробьется, вот такая есть позиция. Но она тоже спорная, потому что завтра ведь он вырастет и прилетит и самим родителям, в том числе от него же, да, то есть вот эта агрессивность, она же болезненная такая, она же не берется тоже просто из ниоткуда и тоже никуда не девается, с ней тоже важно поработать. Опять же, пойти в школу вместе с ним, разобраться опять же на фактологии, что конкретно происходит. И если уже увидели, что да, мой ребенок имеет место со стороны него такое поведение, ну тут постараться с ним поработать, возможно, с привлечением специалиста, психолога там, а что же его толкает на это, почему же он других-то путей не видит, как себя проявить здесь, да, может быть, дать ему какие-то другие способы быть в этом коллективе лидером, крутым, ну, а не насилие, да, вот какие-то другие поискать инструменты, тоже, опять же, совместно с педагогами. Вот. И еще есть одно такое заблуждение, что для профилактики нужно отдавать ребенка на боевые искусства, и он, значит, научится за себя стоять, это так называется. Вот в такой формулировке давать сдачи. Но это тоже спорная история, потому что, опять же, закрепляет круг насилия. То есть мы не учим ребенка разбираться с глубинными причинами, мы учим его реагировать на поведенческом уровне агрессией. Хотим мы так, чтобы он на нас в том числе реагировал при любом конфликте, чтобы он на меня же реагировал агрессией. Ну окей, тогда закрепляем в нем такую позицию, выбор родителя. Но если мы все-таки хотим, чтобы он как-то мозги включал, да, анализ какой-то внутренний, здесь, наверное, все-таки лучше поразбираться с этим. Ата-анасы баланы тыңдайтынына дайын екеніне көз жеткізу керек. Ол өте маңызды, себебі оны ата-анасы жұмысқа кетіп бара жатқан кезде, немесе шаршап тұрған кезде айта салуға болмайды. Және де бала ең бірінші ата-анасына оның айтайын деп тұрған мәселесі бала үшін маңызды екенін ескеру керек. Және де бала қандай буллингке тап болды, қандай қорлық көрді, немесе қандай қысым көрді, кімнің тарапынан, соның бәрін ата-анасына жасырмай айту керек. Очень важно не отказываться, да, вот как я уже приводила пример, что говорят, сам разбирайся, это твои проблемы. Вот это очень здесь критически важно, потому что динамика буллинга такая, что не решат это сами, нужно ваше участие. Это не значит, что родитель должен пойти в школу и всех побить, да, со своим взрослым статусом. Он должен серьезно к этому отнестись, пойти вместе с ребенком, попробовать разобраться, что же там именно происходит. Вовлечь обязательно классного руководителя или вот от школы представителя, кто сможет тоже там понять, кто уполномочен, скажем так, от школы быть представителем в этом вопросе. Может быть, это школьный психолог, может быть, это завуч. То есть найти этого человека, кто скажет, да, у нас есть буллинг, да, мы хотим с этим разбираться. Вот, и потом уже собрать фактологию, да, вот не эмоции, а больше, что этот виноват, этот такие слова сказал, этот так посмотрел, а фактологию, когда, что, сколько, кто вовлечен, как проявляется, постараться зафиксировать. Ну и вместе придумать инструмент, который поможет ребенку выйти из этой ситуации.